жирный кусок для Америки. Самое любопытное, что все эти западные политики называют себя большими друзьями Сибири и сибиряков. И так по-дружески постоянно внушают, что неплохо бы Сибири с ее богатствами отделиться от России. Вы знаете, здесь надо говорить не столько даже о конкретных государствах, которые что-то спонсируют, а о том, что, по большому счету, на Западе существует инфраструктура финансирования такого типа, так сказать, организации гражданского общества. Развитая, полноценная, мощная, сильная в Соединенных Штатах, в Западной Европе. И поэтому это часть совокупной силы западного мира. Часть того, что они могут назвать мягкой силой, это некий цивилизационный инструмент Запада и давление со стороны Запада на другие части планеты. Причем началось это не сегодня и даже не вчера. Еще в конце XIX века был один такой большой друг Сибири и России – американский журналист Джордж Кеннан. С мая 1885 по август 1886 он совершал поездку по Сибири, чтобы рассказать о ее уникальности. Однако вместо изучения местной природы и географии американский журналист в поездке больше интересовался системой каторги и ссылки в Российской империи. Кеннан познакомился с политзаключенными, ссыльными. А вернувшись в США в 1889 году, опубликовал в журнале «Центре» ряд статей, разоблачающих злоупотребление российских властей. Это при том, что в самих Штатах в XIX веке американские каторжники содержались в условиях на порядок худших, чем политические ссыльные в Российской Сибири. Но дело в том, что есть определенный политический заказ в таких работах и, соответственно, так скажем, целевая аудитория, для которой пишутся подобные статьи. Это, в первую очередь, месседж для политического руководства страны, которое может принимать решения и, соответственно, под видом демократизации, либо там каких-то санкций действовать уже на международном поле. И подобные работы, как этого журналиста, так и других, они продолжаются и до настоящего времени, как раз показывают вот такую политику. Ну, кстати, в политической школе это называется как спин, то есть подкручивание, искажение фактов. Она происходит до сих пор и активно используется, например, при обосновании вторжения в Ирак в 2003 году. Антироссийские статьи сделали Кеннана знаменитым. Его начали печатать в серьезных общественно-политических журналах США и Европы. Мало того, Кеннан даже начал выступать с многочисленными платными лекциями в США и Великобритании. Интересно, что для достижения большей театральности Кеннан появлялся перед публикой в одеждах заключенного и кандалах. Но и это еще не все. Под влиянием подобных лекций передовая западная общественность в Англии и США в 1890-х начала целое движение за свободную Россию. Появились и многочисленные общества друзей русской свободы. Их задача основная была расколоть Россию на мелкие государства. То есть, если бы и осталась какая-то Россия, где-то в районе вот этой среднерусской возвышенности, она должна была быть вся обложена кругом или колониями, или государствами, полностью подконтрольными этим странам. Американцы первые поняли, что в принципе не нужно ставить там американский флаг. Достаточно поставить флаг какой-нибудь там мифической республики, которая полностью экономически будет зависеть от Соединенных Штатов. Когда в России случилась революция 1917 года и страну раздирала гражданская война, многочисленные друзья русской свободы отправились в Сибирь, чтобы прибрать ее к рукам. Так началась иностранная интервенция. С 16 февраля РЕН-ТВ изменился навсегда. Я предупреждал. Вечер перестал быть томным. В 20:00 прикоснись к запретному. Сегодня в России наконец вступил в силу закон о запрете перемещения во времени. Приключенческий детектив «Граница времени». В 22:00. Уникальное шоу о жизни в столице. Это прям мечта моя. Для тех, кто соскучился по настоящим эмоциям. Москва. День и ночь. И, конечно, в 23:30 смотри кино. По будням. Бодрый вечер на РЕН-ТВ. Переходи в новое измерение.
Даже светлую голову могут затуманить простуда и грипп. Примите Coldrex Max Grip. Он начинает действовать быстро, помогая избавиться от симптомов простуды и гриппа, а также от тумана в голове. Coldrex Max Grip. Перехитри простуду, верни ясность ума. Боль в спине мешает быть человеком? Время использовать Найскей. Живите без боли. Под защитой крепко спится, можно вертеться, крутиться. Always Ultra Night впитывают мгновенно, даже если их перевернуть. И поверхность остается сухой. Просыпайся, на подъеме будь чемпионом. До 100% защиты даже ночью. Always. Паш, расскажи, как мы познакомились. Все завертелось так быстро. Изжога. Тяжесть? В любом случае, нужно действовать быстро. Гивискон двойное действие помогает избавиться от изжоги и тяжести быстро и, главное, надолго. И тогда я понял, что это надолго. Гивискон быстро помогает, надолго защищает. Также в форме таблеток. Когда кашляешь, прими Бромгексин Берлин Хими. Иностранная интервенция в России. Сегодня мало кто скажет, что именно означают эти слова. Только историки знают, что это несколько лет в жизни нашей страны, когда в начале